Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане отметили праздник национального ковра. Ведется подготовка к сезону летних каникул и организации отдыха детей. Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженная ковровщица Туркменистана» 11 мастерицам. Почетное звание присвоено по случаю праздника туркменского ковра, который традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. Ведется подготовка к сезону летних каникул и организации отдыха детей в Туркменистане. Каждый год в сезон летних каникул дети могут отдохнуть и укрепить свое здоровье в детских оздоровительных центрах Гёкдере под Ашхабадом, а также в вилаятах страны и в национальной туристической зоне Аваза. Церемонии проводов школьников в оздоровительные центры Гёкдере будут организованы 2 июня. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов поздравили Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов и переизбранием на пост главы Турции. Учащийся Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Сердар Рахимов удостоен звания «Лучший студент СНГ». Это звание Сердар завоевал в международном конкурсе, организованном Международной ассоциацией молодых ученых. Вклад туркменского студента в развитие образования, науки, искусства и спорта СНГ был высоко оценен членами жюри конкурса. Он удостоен диплома первой степени, а также медали «Лучший студент СНГ» 2023 года. В Астраханской области в селе Три Протока Приволжского района прошел 13-й Всероссийский сельский сабантуй. На территории открывшейся здесь этнодеревни можно было познакомиться с культурами разных народов. На территории туркменского подворья были установлены 3 юрты, оформленные национальными узорами. В юртах гости могли ознакомиться с книжными и художественными выставками, а также обычаями, культурой и традициями туркменского народа. Муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев заявил о готовности участвовать в мероприятиях Центрального духовного управления мусульман России и принял приглашение посетить торжества, приуроченные к 235-летию организации. Об этом он сказал в ходе совместного саммита духовных лидеров мусульман Туркменистана и России, на котором обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия на евразийском пространстве. Стали известны победители 76-го Каннского кинофестиваля 2023 года. На суд жюри была представлена 21 работа. Гран-при фестиваля удостоился британский режиссер Джонатан Глейзер за фильм «Зона интересов», снятый по роману Мартина Эмиса о семье коменданта Освенцима. Лучшим фильмом и обладателем «Золотой пальмовой ветви» стала работа режиссера Жюстин Трие «Траектория падения». Детективная история о писательнице, обвиненной в убийстве мужа. Казахстан привлекает все большее число иностранных туристов. С начала текущего года туристический поток в страну вырос на 11% по сравнению с прошлогодним периодом. Больше всего туристов из России, Турции и Индии. Среди городов страны наибольший интерес у иностранных туристов вызывает столица Астана, а также Алматы, Шымкент, приморский город Актау. В чемпионате Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги завершились все матчи первого круга. По итогам 9 туров первое место в турнирной таблице занял Аркадак, у которого в активе 24 очка. На втором месте в таблице находится Алтын-Ассыр, который отстает от лидера на 7 баллов. На третьей строчке Небичи 16 очков. Ахал, действующий чемпион Туркменистана, располагается на 9-м месте с 3 очками. Председатель Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердиев встретился с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом в рамках Международного конгресса в Тампере. В ходе встречи между двумя спортивными функционерами обсуждалось развитие хоккея в Туркменистане. Тардиф отметил прогресс в развитии туркменского хоккея. В рамках подготовки к первенству Центральной Азии среди юношей и девушек до 12 лет национальная сборная Туркменистана по теннису под руководством старшего тренера Юрия Рагузского проводит учебно-тренировочный сбор в Ташкенте. Как сообщает Федерация тенниса Туркменистана, на данный сбор были приглашены 18 игроков и 3 тренера. Отметим, что в первенстве Центральной Азии среди юношей и девушек до 12 лет, которое состоится в Ашхабаде с 5 по 9 июня, соперниками сборной Туркменистана будут команды из Афганистана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.